25 июня начинается голосование по поправкам в Конституцию России. Как заявили в Центре избиркоме Башкортостана, готовность стопроцентная. Во все участковые комиссии доведены индивидуальные средства защиты не только для работников, но и для тех, кто будет голосовать. Обсудим предстоящий политический процесс вместе с председателем Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Константином Толкачевым. Константин Борисович, рады видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. Константин Борисович, вы сказали, что поправки в Конституцию России 2020 – это ответ на новые вызовы. Что вы имеете в виду? Вы знаете, Конституцию Российской Федерации мы принимали в очень непростой период, 1993 год. Только что был разгром парламента Российской Федерации. Фактически вся власть была сосредоточена в руках исполнительной власти и руководителя государства Бориса Николаевича Ельцина. Конституция во многом писалась как раз под него, она носила достаточно авторитарный характер, снабжала главу республики очень большим набором полномочий, который фактически не имел аналогов в мире. Ну и многие эти положения, они, конечно, выдержали проверку времени, в то же время жизнь не стоит на месте. И тот непростой период, который был в 1993 году, когда на референдуме граждане проголосовали за Конституцию Российской Федерации, коренным образом отличается от сегодняшнего периода времени. И люди другие стали, жизнь не стоит на месте, и нуждается, наверное, где-то в ремонте механизм взаимоотношений между различными ветвями власти, ну и, конечно, нуждается в усилении гарантированности прав и свобод, которые провозглашены в Конституции. Хотя непосредственно Конституции новые поправки не затрагивают то, что было ранее записано, но, тем не менее, она снабжает новыми гарантиями. Особенно это вызвано тем, что Конституция провозглашает Российскую Федерацию социальным государством, и кроме перечня прав и свобод, фактически гарантии они не находили отражения в основном тексте. И вот эта социальная составляющая, на мой взгляд, представляется очень важной, значимой и очень перспективной. Президент России Владимир Путин сказал, что поправки в Конституцию будут приняты только при одобрении большинства россиян, и сказал, что в таком случае авторами выступят как раз россияне. Согласны ли вы с этой точкой зрения? Да? И как вы считаете, понимают ли россияне всю ответственность за этот политический процесс? Какую картину видите вы? Вы знаете, очень большой формат обсуждения был различных поправок, которые принимаются в виде поправок Конституции. Немножко тавтология, но все слои населения принимали участие в обсуждении. Такого количества людей, которые были бы в теме содержания поправок, просто никогда не было. У нас достаточно высокий уровень политизации населения, и можем говорить уверенно, что, конечно, каждый человек имеет свою нишу для того, чтобы определить свое отношение к этим поправкам. Ясно, что голосование будет не постатейное. Может быть, кому-то не нравятся отдельные положения, которые в виде поправок предполагают нести в структуру Конституции. Но вместе они носят взаимосвязанный комплекс, и убрать один кирпичик, конструкция может нарушена. Поэтому правильное решение, что голосовать целиком за комплекс этих поправок. Разные мнения, разные позиции, но я думаю, что абсолютное большинство, они согласны, что назрела необходимость не смотреть на Конституцию как на священную корову и привести ее в соответствие с требованием сегодняшнего дня. Как вы считаете, вот те, кто считают, что поправки в Конституцию России – это в том числе защита от ошибок власти, благодаря тем новациям в политической системе, новые полномочия Совета Федерации, новые полномочия Госдумы, другие полномочия президента страны, как вы считаете, можно ли считать, что если они будут приняты, то система государственной власти будет более устойчивой и стабильной? Конечно, система государственной власти будет перенастроена. Очень большой объем полномочий сейчас представительным органам власти. Это Государственная Дума, Совет Федерации. Это назревшее давно. И то, что именно Государственная Дума будет принимать решающее участие в определении состава правительства, в определении, кто будет какие функции выполнять, реализовывать, это, конечно, очень важный, значимый шаг. И то, что президент не может не считаться в данном случае с Государственной Думой. Если раньше от Государственной Думы зависело только назначение премьер-министра, то сейчас каждый член правительства, он будет
чувствовать свою ответственность перед Государственной Думой, а через Государственную Думу и перед всем населением страны. Что получает региональный и муниципальный уровень? Региональный, муниципальный, вы знаете, там эти импульсы, которые будут, они, конечно, пойдут и на наш уровень. Но предполагается такая логика. Вначале будут, конечно, изменения в Конституции, затем изменения конституционного характера должны найти свое отражение в отраслевом законодательстве. Ну и параллельно они будут, конечно, отражены в законодательстве субъектов Российской Федерации. Мы уже приступили к предварительному анализу всего законодательного массива республики, и достаточно большой объем работы нам предстоит для того, чтобы наше законодательство полностью согласовывалось и с федеральным законодательством, и, конечно, главное, с Конституцией Российской Федерации. Константин Борисович, давайте обсудим и работу Госсобрания. Коронавирус внес коррективы в деятельность. Насколько сильно изменился процесс? Вот что вы заметили, что было сложнее всего? Вы знаете, если бы сказали в январе, феврале, что такое возможно, просто мы бы никогда не поверили. То, что коронавирус сделал как раз с изменением форматов работы и парламента, и органов исполнительной власти, это, конечно, факт, который требует своего отдельного осмысления и который требует постоянного учета, внесения изменений, корректив. Мы тоже активно работали вот эти 3 месяца в удаленном формате, дистанционном, активно использовали программное обеспечение, которое создавалось во многом и нашими группами IT. Я думаю, что мы вышли из этой ситуации, работали в условиях цейтнота часто, потому что необходимо было реагировать на меняющуюся ситуацию, вносить изменения в законодательство, обеспечивающие гарантирование основных прав, свобод граждан, одновременно обеспечивать административную ответственность, создать соответствующие нормы за нарушение требований карантинного режима, поскольку это могло вылиться и в более тяжкие последствия и для республики, и для многих граждан. Ну, поддержка экономики. Около 2 десятков законов мы приняли, направлены на то, чтобы поддержать нашу экономику в этот непростой период, чтобы сохранить ее боеспособность и готовность к своему развитию, потому что именно от экономики зависит будущее и республики, и бюджет наш. Я думаю, что много сделано, но и мы, к сожалению, не остановились пока еще. Мы продолжаем жить в условиях особого положения и будем совершенствоваться и сами, и будем совершенствовать наше законодательство в соответствии с логикой изменения с коронавирусом. Как вы можете оценить работу парламентариев в таком режиме дистанционном, удаленном? Как они реагировали? Были ли какие-то сложности в этой сфере? Вы знаете, я порадовался за наших депутатов. Никто не остался в стороне, независимо, какую фракцию они представляли. Работали дружно, слаженно. Активное обсуждение постоянно шло. Ну, использовали, конечно, может быть, виртуальные формы общения, но, тем не менее, все депутаты были в теме. Обратил бы внимание, что депутаты самое активное участие принимали в поддержке нашего населения непосредственно, используя свои финансовые ресурсы. Многие однодневный, месячный заработок направили в фонд для оказания поддержки пострадавшим от коронавируса. Собирали деньги, закупали медицинское оборудование, маски, перчатки, сдавали кровь. Очень большой спектр работ выполнялся депутатами, помимо своей основной деятельности – готовить законы и принимать их. Ну и, кстати, про законы я тоже хотела спросить. Наиболее значимые инициативы, которые были приняты в весеннюю сессию? Их очень много. Одно перечисление займет столько много времени. Согласна, но тем не менее основные. Я, наверное, прежде всего отметил бы экономически. Это поддержка индивидуальных предпринимателей, поддержка некоммерческих организаций, поддержка предприятий, которые созданы республикой, или в которых республика участвует в основном капитале или обладает набором акций. То есть вот эти, далее мы поддержали очень сильно и предприятия, работающие в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вообще те предприятия, которые создавались республикой, мы освободили их от налога на имущество. Это очень важная поддержка. Субсидии вовремя
принимался закон о направлении субсидий в поддержку этих предприятий. Ну, перечисление одно займет достаточно много. Я повторяю, что это, наверное, занимало главенствующее положение. А на осеннюю сессию какие планы вы ставите? На осеннюю сессию мы планируем уже внесение изменений, скорее всего, они будут и в Конституцию, это самый главный формат. Далее, приведение нашего законодательства в соответствии с изменениями, которые произойдут в связи с принятием поправок Конституции Российской Федерации. Они охватывают очень широкий спектр. Я говорю, прежде всего, социальная составляющая будет иметь большое значение. Далее, важное значение будет иметь совершенствование муниципального управления, государственного управления. Особенно, когда Конституция Российской Федерации, она объединяет в рамках публичной власти и государственную, и муниципальную власть. Здесь будет новый формат отношений, и нужно будет прописать механизм их взаимодействия, чтобы они сохранили свое качественное отличие, чтобы не были муниципальные одни предприятия, или организации, или государственные, чтобы они работали слаженно, в полном унисоне и обеспечивали решение тех задач, от которых ждет от них население. А как вы считаете, какое решение задач ждут прежде всего, да, и какой эффект от такой синергии мы получим, если в завершении нашего разговора поставить точку? Вы знаете, прежде всего, это более эффективное использование бюджетных средств. Крайне необходимо. Государственные органы, к сожалению, не могут вмешиваться в работу муниципальных организаций. И насколько эффективно используется муниципальный бюджет, мы, к сожалению, не всегда можем своевременно реагировать. Ну и кроме того, те средства, которые мы направляем на поддержку муниципальных бюджетов, они должны тоже быть под контролем государства. Это бюджетные деньги, это деньги, заработанные всем нашим населением, которые должны быть направлены на решение задач, стоящих перед населением. И самоустраняться это, конечно, мы не должны. Поэтому я думаю, что будет очень тесный формат отношений, и муниципальные органы, в свою очередь, должны получить возможность участвовать в управлении общереспубликанскими делами, чтобы они не были изолированы и не делили, что это, мол, наше, а это республиканское, пусть они там в своем формате занимаются, а мы здесь будем в своем огороде обеспечивать то, что прописано законом. Будет очень серьезное изменение в законодательстве. Я пока не хочу говорить о том, какие будут, но они будут очень серьезные. Ну, мы тогда с вами еще раз встретимся и запишем еще одно интервью. Спасибо за интересный разговор. Спасибо. И хотел бы поблагодарить наших телезрителей и выразить надежду, что все они придут на избирательные участки, а для этого целая неделя дается, и обеспечат реализацию своего гражданского долга и примут участие в принятии поправок Конституции. Спасибо, Константин Борисович. И сегодня нашим гостем в программе интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения был председатель Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, и мы говорили о предстоящем голосовании за поправки в Конституцию России.